подъехали к парому. Сейчас нам предстоит переправиться. Смотрите, здесь какое движение в сторону парома. Так, наш автомобиль движется в колонне, заезжает потихоньку на паром. Когда нам построят мост через реку Лена, надеюсь, эта проблема вся отпадет. Вот Родиону мы подарили наклейку. Он сразу с радостью решил наклеить на свое авто. А Родион сам смотрит тоже клевую рыбалку, да, поэтому фанат. Перед сном. Вот теперь у него будет фирменная наклеечка. Вот теперь его будут узнавать уже в Амге, да? Ну вот и наклеечка. Кстати, паром поехал, отъезжает. Так, Родион, здесь что сделаем? Ну как, отваримся. Покупаем продукты, да? То есть на путь. Там, на путь, да? Да. Хорошо. Руслан говорит, что трансфер очень понравился, очень хороший. Руслан, скажи, пожалуйста, почему трансфер? Это очень хорошо. Очень удобно. С аэропорта в любой точке за тобой приезжают и отвозят сразу же на место. Да, без всяких проволочек. Потому что некоторые люди не знают города. Незнание города. И не то, что незнание города. Здесь между районами, да, получается даже сообщения, очень большие расстояния. Да, и просто непонимание ситуации многих просто будет отпугивать. Но трансфер очень замечательная вещь. Сейчас мы за 300 километров нам трансфер устраивают до места рыбалки. Вот, Родион проходит в этом плане, можно сказать. Вот, везет из города Якутска и едем до Амгинского района, село Нёс, и оттуда уже едем на моторных лодках. Так, итого, как мы сейчас поедем? А мы где? Мы там. Где так? Нет, мы вот мы здесь. За границей. Да, наверху. Да. Сейчас будет вот место. Да. Потом сюда приезжаем. Да, потом через Амгу. Потом вот так вдоль едем, да? Да. Сюда доезжаем, пересаживаемся на моторные лодки и едем вот за этот поворот сюда. Окормим землю. Так, обряд. Обряд угощения. Посмотрите, у него все готово, даже оладьи есть с собой. У Родиона. Здесь надо положить. Вот, все. Вот, такая-то. И с рукава мы посетим тоже. Вот тоже место посетим, да? Да. Мы отсюда мимо проедем, вот так, но тут остановимся. Хорошо. Местная братва. Да. Будущее. Ребята удивились, что тут сенсорное все. Вот такая чайная эмиссия. Это первый поселок Амгинского района. И здесь есть очень хорошая чайная. Будете ехать, Родион вас обязательно здесь остановит. Будете здесь обедать. Очень хороший сервис. Ребята очень удивились, как здесь работает рукомойник. Автоматический рукомойник. Они приехали из Нижнего Новгорода. Нет, у нас тоже есть такие, но тоже никак не ожидали встретить. А, что здесь есть такой, да? Ясно. Так, приехали в Амгу. Сейчас заправляемся. Время у нас час дня. Едем уже 6 часов. И
теперь вторая половина дня уйдет на, чтобы доехать до места. С той стороны стой. Вот так, вот так, чтобы стоял. Включил? Да. Так, мы приехали на реку, река Амга. Сейчас 3 часа дня. Теперь нам предстоит на моторных лодках подняться вверх по реке Амга. Сейчас я сделаю квадрокоптерные съемки. Поселок Коннёс Амгинского района, небольшой поселок. Сейчас придет наш второй провожатый, гид, местный охотник и рыбак Егор. Поедем на 2 лодках, Казанка и Крым. Так, преподносим дар к реке. И сейчас едим. Пока Егор переодевается, мы перекусываем. Вот. Аджика домашняя. Ехать нам еще далеко. 100 километров, да? Собачка. Почти 100 километров. Так. Итак, сейчас дальше нас будет уже вести Егор. Родион пошел поставить вещи. Егор едет со своей супругой. Вот. И сегодня вечером мы планируем доехать до места отдыха. У Егора, посмотрите, вот старенький вихрь, но еще и дышит. И Меркурий. Эти хоста Меркурий 40-й. Все, туристы сидят, все радостные. Ну, за спасательными жилетами пошли все. Сейчас Родион пошел за спасательными жилетами. Ветер. Итак, дорогие друзья, приехали вчера вечером в Ляги, местность Ляги. И сейчас пойдем поговорим с Родионом. Я как раз взял свой квадрокоптер, чтобы начать съемки в округе. И давайте возьмем интервью и посмотрим, как мы обустроились. Здесь вот все очень по-деревенски. Ляги — это бывшие деревня во времена совхозов Советского Союза. Вот. Смотрите, здесь очень хорошо себя чувствуют лошади, коровы. Лето прям. Лето в деревне, как говорится.
Пахнет скошенной травой, разнотравием, навозом. Все как в деревне. Вот. Вон там наша гостиница. Живут хозяева через стенку. С той стороны остановился наш гид Родион. Давайте возьмем у него интервью. Посмотрите, здесь даже есть свои соседи, которые приезжают частенько, видимо. Есть хатон, сено, висит флаг. Флаг этого дома. Вот. Есть курятник с курами. Ну и, конечно же, как же в деревне без собачек и кошек? Они тут тоже есть. Хозяйки, вот смотрю, небольшой огородик, теплички. Все очень мирно. Собачка абсолютно не злая. Кофе с молоком. Парное, сухое. Парное лучше. Так, значит, за стол нас посадили в первую очередь с утра. По приезду, да? Да, сейчас вот Родион нам маленько расскажет за столом, что, почему называется Ляги-Тур, что это за деревня и что мы сегодня будем делать. Так, Вкратце. сегодня день рыбалки полностью. Вечером баня, потом на бредень пойдем. Или после бредени на баню можно. Ну как получится, как погода будет стоять. А так сегодня день полной рыбалки. А так ляги это древнее название, как бы, ну как бы не древнее, а 80-х или 70-х годов. А так вот, я же говорил слово, старое вот это название. Как там было? На букву Л, что ли? Ну, неважно. Ну как-то. Ляги. Да, ляги. Тут богатые люди жили, короче, как-то так. Да. Отрезишь. Джиггертейт, я поговорил. Егора давление поднялась. Ну, тогда... Так, сейчас по местности. Не-не-не, в смысле, поехали день. Мы по местности пошли. Этот, экскурсия, давай начинаем вот сюда. Вот гости тут обедают, ужинают, завтракают. Как бы кухня наша балаган. На сколько людей На рассчитано? 10 человек рассчитано. Стол. Хорошо. На 10 человек. Здесь, значит, вы кормите. Да, кормим. Вот это у вас дополнительная, я Это так понял, дополнительная кухня. вторая кухня, да, если что? Плюс баня стоит. Вечерком Баня, отлично. баня будем. Что там? Душ? Душ, баня, все. Так, коптилки есть, рыбу коптить? Копилка есть, ну, своими руками местная. Местное Вот, изготовлено. Так, понял, холодное дальше. растение. Печка там внизу на озере стоит. Так, чем еще удивляете? Так, сейчас на местный музей пойдем. Ага. Музей. Так, подождите, а где вы размещаете ваших гостей? Так, у нас тут как бы своя казарма, дома. Так. Вот эти дома наши тут живут. Вот он дом, да, получается? Да, вот они здесь и живут. Пойдемте, показывайте. Так, вон там мы ели, здесь вот находится общежитие. Вот, нас мы разместили на стороне казарма, для работников казарма. Так, а здесь для туристов. Туристы размещаются здесь. Ну, достаточно скромно, стоит печка, если на случай затопить, холодно будет, когда осенью затапливаете, да? Да. Так, кровати, диваны, там Старый семей. дом, но тут гостям нравится из-за долгого пути тут. Не, все-таки как-никак лучше крыша над головой. Здесь уже люди Да. спят. Пусть спят. Встали, парни, встали. Так, Люди издалека приехали, поэтому у нас плюс один день уже включен да. автоматом. Значит, вот. Сейчас можно в музей пойти. Я вам покажу. Ну потом всё. вечером мужикам что-то покажу.
Так, хорошо, давайте идем в музей. Да? Пойдем. Руслан, у тебя сигареты с собой? Так, вот. Собаки. Старость не радость, да? Ну, старость не радость, блин. Да не, просто эти шорты жмут сильно. Попрыгаешь нах. Ну, Корсан, покажи класс. Да я-то как медведь. Да, Оу, блин, нормально, че, нормально. Так, чьи лошади? так, Федота Руслана еще. Федота Руслан? Федота Руслан, да. Много лошадей смотрю. А, тут очень много их уже. А тут уже охотничьи собаки. Тут можно. Чьи собаки? Это Егора собаки. Они только на лося. Ну ясно. Вот так уходят. Так, крапива. Блин, ногу ужалила, стреканула. Нормально. Стрекательные клетки. Здесь червей должно быть дохренище, блин. Обычных червей. Дондермены отдыхают. Слушай, крапиву уже можно есть, да? Итак, сейчас Родион нам расскажет историю вот этого памятника, стеллы. Откуда он возник здесь, кто его поставил и кому он. Ну, это памятник. Это памятник, я так понял, борцам Да. 41-м, с фашизмом. да. Тем, кто не вернулся, да. От благодарных этих потомков, короче. С благодарностью от потомков. Так, вот это вот интересное строение. Давай рассказывай. Сергей. Имена тут сородичи, наверное, не знаю точно. И 3 фамилии тут. Каракан, там. Так, Ляги написано. Бот, и Дяранка. Дяранка. И Торбот. Тоторбот. Торбот. Это фамилии людей. И Каракан. Да. 4 фамилии людей. Колокольчик вот. Они поставили вот этот коновязь. Священная коновязь в таком круге вот. Посмотрите, здесь выбиты фамилии людей, имена, которые жили здесь когда-то в этом месте. Да. Вот. И эти люди как бы старались, ну, работали во благо этого поселка в свое время. И вот им посвятили, вот ихние родственники поставили вот эти вот вот это место, вот эту Сергея. Да, пошли. Дальше. Идем дальше. Рассказывай дальше, что это. Ну, там уже те, кто Великая Отечественная война. Вот, посмотрите, это монумент воинам, которые погибли. Да. Те, кто прошли войну. Да, это те, кто прошли войну. Потому что некоторые послевоенные годы вот умерли. Ну, они воевали вот. Здесь был целый большой поселок. Посмотрите, как много людей здесь жило. Различных вот фамилий. Здесь вот. Даже Николаев Иуда есть, Терентьевич. Имя. В 85 году поставили вот это Сергея, когда мне было 3 года. И вот оно до сих пор стоит. Тут выпускники уже. Да, ты еще не родился. Да, и меня нету. Где я? А тут свадьба Иры и Пруни, походу, 86-й Меня год. тоже нету. Тебя еще нету, но через год ты появился после свадьбы.
Так, идем дальше. Здесь есть такая небольшая беседочка посидеть. А, это смотровая площадка, чтобы посидеть и смотреть вдаль. Чай пить. Чтоб чай пить тут. Вечером посидим здесь, поговорим по душам. Так, подошли к музею. Вот здесь стоит вот такой вот камень. Посмотрите, вот музей такой вот рубленый, Руслан сказал. Руслан, посмотри, вот ты же у нас этот лесоинженер, как вот? Старорубленый здание, да? Это все рубилось топором вручную, да? Все пазы. Запил, нет, тут и запил, если с топором. Вон, смотри, сверху, видишь? Сверху уже новое. Надстрой дальше. Уже надстрой выше идет. Ага. Ну а вот это-то, мне кажется, вот это вот, по-моему, пилили, он, смотри. Это вообще избу откуда-то притащили. Это более старая изба, это более молодая. А это более старая. То есть его собрали? Да. Откуда-то перетащили, добавили в рынок. Да, точно. Видишь, разные рубки. Вот Ну, там рубленная, здесь уже пиленная. давай дальше идем, внутрь заходим. Показывайте. Ну, а тут можно же. С этого можно жить. Вот. Так, это здесь уже вот история. Да. Вот здесь история наслега, вот посмотрите. Можете вот поставить на паузу, почитать. Сейчас я вот так вот быстренько проведу вам, чтобы он... Вот наверху самое главное. 17 века тут жили. 3 рода находились. Так, поняли. Вот здесь старинные фотографии, вот есть Купцов. купцов, которые здесь жили. Сейчас по нынешнему как меценат уже будут. Как Там уже Монетах меценаты. там есть. Приезжал походу. Монетах был. Из города Якутска, да, приезжал? Да, запушнины. Что здесь мы имеем? Жители. Местные. Да, ну вот это похож, по-моему, на нашего гида. Егор. Но очень похож. Это не его родственник? Вот смотри, вот раньше вот столько домов было. Раньше вот деревня вот так выглядела, посмотрите. Как много. А мы сейчас где находимся, в каком районе? Мы где-то вот здесь. Значит, вот этот квартирный дом, вон он стоит, да? Да. Вот он, древний. Ага. Давай дальше. Вот. Ini biar kau cimat. Да. Jemon cimat. Кстати, эти книги можно приобрести в Якутске. А вот и Суруктахая. Мы завтра, послезавтра в этом будем. Покажу вот это, где стоит. Вот, именно вот этот человек вот. Вот. Письмена есть древние, да? Вот. Да. Ini biar kau cimat. Halo, sih. А где вы? Ну, говорит. Ini nak kali di sekolah. Ну что, как посмотрел? Что-нибудь есть ценное, стоящее, к твоему Вот взгляду? это для пушнины. Как? Так, ну это понятно, Да. шкуры Да, обделывают. шкуры чуть-чуть. А вот смотри, какая древняя лопаточка. Оладушки переворачивать. Все найдено здесь, да? А вот с Москвы вот гостиницы стоят, походу. Как шоколады Эреноне. Москва. Кондитерская фабрика. Прям железная коробка, да? Ничего себе. Никто не потерял? 63,52. Древние. Гильза. Патроны большие. От немецкого карабина Маузер. Dari dah. Ну это вообще там найдено все. Да. В этом Подмосковье. Да, еще наверх надо. Вот там есть. Уже олимпийские. Balik kata. Balik. Все так и не нашел, да? Даже есть перепись, кто где жил. Masih. Kata. Mesti. Lagi ni dah. Lagi ni dah.
Kalau karena ini Berapa mana? Aduh, boleh. Oh, udah. Eka. Belum. Disipit nih. Untuk стрельбы. Во-во-во-во-во. Жернов. Жирно. Жернов старый. Ну, шуба это оленья. Загонях. Сагнях. Зимний. Какие тоже. Луги древние, барана. Это же на олене. Да, для оленя. Раньше тут олени были. На учах. А вот ружье Одеваешь. старое стоит. Даже ружье есть старое. Трехлинейка, походу. Да, субуянка. Субуянка это трехлинейка, да? Не, это как бы этот не кремниевая разве? Ну карабин, наверное, этот как его, ну, типа этого берданы. Да. Ну, или как винтовка. Она еще рабочая, кстати. Можно пострелять вечером, сказали. Кто-то же говорил, там хотел пострелять. Вечером постреляем. Не, шучу, не надо стрелять, ты что? Нет, нет. Это шутка, полнейшая шутка. Нормального. Да. Они магнию. Да. Оно. Говорил тебе, если вот камень с дыркой найдешь, где рыбалка вот будет вот такая. Мен bukan tabur nih, vaksin. Не, это тоқтен азабен да. Ну-ка. О, блин. Төрөбүт сирге өркөл бетакына Еще лучше рыбалка будет. пенеки келленген Ладик, таас я. тот маны таханы көрөк так. Каяс тахтаханы. Да. Ачахирин иччилере кызбаттырые. Да. Тол биле олук тахтыргы. Барайте. Ha, öyle toyu kiyin bagay patla. Kiyivit. Nereye okudun tüsten mi? Kemainan turista kaliler jadi. Чё, давай, давай. Пойдем. Жареха будет на чё взял? На блесенку. Какую? Он причем без поводка. Без поводка, потому что я поводки не ношу. Вообще повезло. Ты чё, поводки не знаешь, что такое, что ли? Я не знаю, где они у тебя есть. Она могла быть Вот они лежат везде. героем. Да он не умеет рыбачить на самом деле, он просто... Им просто повезло. Да, ему просто повезло. Так и запишет. Так и запишет. Короче, не считается, пока с поводком не поймаешь. Но... Зачет не идет. Чистую На, взяли. Без на. всяких помощи. Без сачков. Да-да-да, там это, знаешь... Две свечки сделала при этом. На, Выпрыгнула. Две свечки сделала. На лодке ты были. отвяжи этот и этот, привяжи поводок. Тебе повезло, что 0,4 леска. Плетенка. На лодке как раз народ стоял, такие все, она ж свечки у нее выделала. А что люди говорят? Они похлопали все. А кто такие-то? Ну, не знаю. Это которые вот там сидели? подбегали. Которые там сидели? Да.